Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшевкшара о главных событиях дня. В республике начались очередные совместные штабные тренировки с силами и средствами территориальной обороны. На 107% выполнена доходная часть бюджета Гулрыбского района. 54% от этого показателя выполнены за счет деятельности Сухумского международного аэропорта. До 10 марта должны быть завершены работы по реконструкции железной дороги от станции Келасур до станции Очимчира. Такую задачу поставил перед АЖД президент Бадыр Гунба. Премьер-министр Владимир Делба принял заместителя начальника управления международного сотрудничества и валютного контроля Федеральной налоговой службы Российской Федерации Екатерину Михайлу и директора Департамента международных проектов Главного научного инновационного внедренческого центра Антона Баранова. Обсуждались вопросы оказания Российской Федерации безвозмездной технической помощи Республике Абхазия в целях совершенствования системы налогового администрирования. Теперь о результатах работы и планах парламентариев будут рассказывать в видеоформате. Планируется регулярная публикация видеороликов на официальных ресурсах Народного собрания. Спикер парламента Лаша Ашуба обсудил с главами комитетов планы законотворчества на 2026 год. Депутаты определили приоритеты и утвердили график подготовки законопроектов, над которыми сейчас ведут работу профильные комитеты. Введение нового формата отчетности стало главным итогом встречи. К другим новостям. В Москве прошла встреча Владимира Путина и лидера Сирии Аш-Шара. Президент России заявил, что Москве и Дамаску удалось сдвинуть с мертвой точки уровень взаимодействия в экономической сфере. Движение заметное, нужно сохранить тенденцию. В свою очередь, сирийский президент отметил вклад России в стабилизацию ситуации как в самой стране, так и в регионе в целом. Мы поговорили с политологом Максимом Гвинже. Он уверен, что, несмотря на нынешнюю турбулентность, Сирия имеет потенциал для преодоления кризиса, а гарантом безопасности и процветания может стать именно Москва, которая всегда предлагает сотрудничество на взаимовыгодной основе, в отличие от колониального подхода Запада. Самый важный вопрос, как и для Сирии, так и в первую очередь для России, это российские военные базы на территории Сирии. Россия заинтересована в военном присутствии в Сирии, это стратегически важный регион. Но, помимо всего, и Сирия заинтересована в российских военных базах, в российских военных на своей территории, так как в сегодняшнем турбулентном мире единственная страна, которая действительно сможет защитить своих союзников, друзей, это Россия. У России всегда есть преимущество, потому что Россия выступает стабильным партнером. США присутствует в тех территориях, где есть нефть, и она просто берет и выкачивает эту нефть. Вот и все присутствие США. Другие страны, допустим, Турция и страны Персидского залива, активно участвуют в жизни, в становлении нового государства. И когда я там был, я встретил представителей руководства практически всех этих стран, вот, о которых мы говорим. Турция, Катар, Арабские Эмираты и так далее, и так далее. Саудовская Аравия. Все эти страны участвуют. Подписан огромный пул соглашений, так сказать, по развитию Сирии на огромные, на сотни миллиардов долларов. Но, насколько мне известно, еще не было инвестировано ничего. Россия же, обладая технологиями и само сотрудничество России с другими странами, говорит о том, что Россия выступает как страна, которая развивает инфраструктуру. Это не классический, так сказать, колониальный, да, ментор, как, например, страны Запада, которые приходят и высасывают всю из страны и уходят. В Сирии, и если вы поговорите с людьми на улицах, даже те, кто воевали против России, они вам скажут, что мы хотим дружить с Россией, мы не хотим с ней воевать. Мы хотим, чтобы Россия пришла и находилась здесь. Мы хотим, чтобы Россия развивала инфраструктуру и энергетику. И это не простые слова, не пустой звук. Это то, что я слышал своими ушами, то, что я видел. Я общался со многими людьми и на улице, и в кабинетах, и так далее, и так далее. Позиция у всех одинаковая.
И они понимают, что раздробленное общество сирийское сегодня, если не попытаться восстановить внутреннюю безопасность и не принести стабильность в эту страну, то Сирия столкнется с очень огромными проблемами, которые будут намного сложнее, чем те, через которые прошла Сирия. Вы знаете ситуацию с алавитами, с друзами. Тогда ужасная, ужасная ситуация. Я даже не знаю, как это комментировать. Но, тем не менее, в Сирии должен найтись какой-то потенциал или какой-то триггер для того, чтобы начинать выстраивать национальное единство. И такое можно сделать только в сильной стране, а не разорванной вот этой войной и соседями, там, да, которые пытаются дестабилизировать обстановку в этой стране и снова ее подорвать. Но самое главное наше опасение после прихода новой власти в Сирии было то, что Сирия, возможно, под давлением своих бывших кураторов откажется от признания Республики Абхазия, откажется от дипломатических отношений с нами. Но, судя по всему, это маловероятно. Во-первых, я основываюсь на том, что недавно, кажется, в конце августа прошлого года делегация из Абхазии, большая, посетила Сирию для участия в сирийской выставке в Дамаске. Это большая ежегодная выставка. В делегацию входили Министерство культуры, Министерство экономики, Министерство иностранных дел. Я был тоже участником этой поездки. И наши наблюдения, и наши встречи с представителями сирийского правительства, сирийцами, и то, как работает наше посольство, и как принимают нашего посла, и уровень его встреч в сирийском руководстве говорит о том, что Сирия не рассматривает вопрос разрыва дипотношений с Абхазией или отказа от признания независимости Республики Абхазия. Администрация США готова применить силу, чтобы добиться максимального сотрудничества от руководства Венесуэлы, заявил госсекретарь Марко Рубио на слушаниях в Комитете Сената по международным отношениям. Рубио отметил, что временный лидер Венесуэлы Делси Родригес пообещала открыть энергетический сектор страны для американских компаний, предоставить преференциальный доступ к добыче и использовать деньги от продажи нефти для покупки американских товаров. Ранее в Давосе премьер-министр Канады сделал просто потрясающее заявление. Практически прозвучало признание, что международный порядок, основанный на правилах, был частично ложным, а сильные мира сего освобождали себя от правил, когда им было удобно. В своем заявлении он обвинил США в несоответствии между риторикой и реальностью и признался, что эта фикция была полезна из-за благ, предоставляемых американской гегемонией. На протяжении десятилетий такие страны, как Канада, процветали в условиях так называемого международного порядка, основанного на правилах. Мы присоединились к его институтам, мы восхваляли его принципы, мы извлекали выгоду из его предсказуемости. И благодаря этому мы могли проводить внешнюю политику на основе тех ценностей, которые он защищал. Мы знали, что история международного порядка, основанного на правилах, была частично ложной, что сильнейшие мира сего будут выгораживать себя, когда это удобно, а торговые правила применяться асимметрично. И мы знали, что международное право применялось с разной строгостью в зависимости от того, кого обвиняли или кто выступал в роли жертвы. Этот вымысел был полезен, в частности, потому что мы развивались благодаря американской гегемонии. Мы участвовали в этом. И мы в значительной степени избегали того, чтобы указывать на разницу между заявленной риторикой и реальностью. Но это больше не работает. Почему только сейчас, когда над Канадой нависла угроза ее суверенитета, руководители страны заговорили о совсем не демократичной политике США? Какие последствия от этого можно прогнозировать? И если такое прозрение наступило, что теперь ожидать народам и странам, в частности Абхазии, ставшим жертвами двойных стандартов? Попытаемся разобраться вместе с гостем нашей программы, политологом Игорем Пшеничниковым. Почему он говорит об этом сейчас? Ну, потому что он понимает, что над Канадой нависла буквально экзистенциальная угроза. Вопрос стоит фактически об исчезновении такого государства, как Канада. Вот поэтому он говорит сейчас. Вообще, надо сказать, что западные политики, когда они находятся, значит, на
своих постах, будучи там премьером или руководителем какой-то крупной организации, они какие-то, значит, превращаются в каких-то странных роботов, которые говорят как бы по одной и той же, значит, бумажке, да, одними и теми же словами, значит, упирают на какие-то либеральные ценности и всё, и на всю эту, прочую, извините за, просторечие, муть. Есть среди них умные люди, которые рассуждают, смотрят, да, вот. Но, абсолютное большинство из них лицемеры. Лицемеры, которые выдают, значит, желаемое за действительное, не так, чет не объективно трактуют события и так далее, и так далее, и так далее. Вот. А сейчас тут настал как раз такой момент, когда, значит, нужно сказать правду, иначе, ну, для начала её просто могут, значит, прокатить на выборах, да, и просто, значит, оппозиционные партии могут, использовать тот факт, что он мог бы говорить, значит, в пользу, значит, Трампа, использовать просто, значит, для, требования досрочных выборов, переизбрания, значит, соответственно, значит, премьер-министра. И его партия, конечно, она бы могла бы уже не победить, если бы он говорил бы что-нибудь другое, потому что абсолютное большинство канадцев, они хотят оставаться канадцами. А я хочу сказать, что еще такую интересную вещь сказал. Говорит, надо понимать, что если мы, сами не окажемся за столом, то мы будем, блюдом на столе. Он сказал так. Это очень понравилось всем, да. Все прекрасно понимают, что речь идет, да, о том, что буквально, Трамп, если не сопротивляться, значит, если не пытаться наладить с ним, взаимно уважительный диалог, то, в конечном счете тебя скушают и все. Что касается, значит, признают ли они, что, значит, так скажем, плохо себя вели вот наши абхазы, я не думаю, что они, значит, изменят свое мнение. Это надо признать, что, значит, надо сказать, что я, значит, вот ошибался. А я уже повторю, что только сильный человек, сильный политик может сказать, что он ошибался. И что он ушел, значит, не тем курсом и лицемерил даже. Вот. А что нам делать? Нам надо делать свое дело спокойно, уверенно. Вот, невзирая, как говорится, на обстоятельства, или, то есть понимая, в каких обстоятельствах мы работаем, но, значит, их не бояться, а спокойно делать свое дело. Мы сейчас понимаем, что Трамп поменял полностью, значит, систему международных отношений, что не существует никаких законов международных, которых, значит, Трамп и стоящие за ним силы, и приведшие его к власти, могут придерживаться. Вот. Это только позиция силы, и мы тоже должны исходить из этого. Мы должны понимать, что есть политика на словах, а есть реальная политика. К счастью или к сожалению, Трамп, значит, очень, так сказать, обнажил вообще вот это понятие «да нельзя». Да? Вот реальная политика для Трампа заключается в том, что его страна сильно обладает, значит, мощной армией, у нее в руках главный инструмент давления и управления миром – это доллар, и они делают, что хотят. А в наших силах у нас, значит, инструмент нашей реальной политики – это наша армия и флот, вот, и наши ВКС, это наш орешник, вот, наша воля, вот, и наша политика. Мы не должны играть в белых перчатках, значит, за каким-то там, значит, столом ламберным, извините, значит, при том, что знаем, что напротив нас сидит шулер, у которого, значит, в рукаве 20 тузов, вот, а еще на поясе, значит, пистолет заряженный. Поэтому не надо делать каких-то иллюзий, надо делать то, что нам нужно, и применять для этого все доступные нам средства. А мы это можем. К другим новостям. В республике начались очередные совместные штабные тренировки с силами и средствами территориальной обороны. Учения проходят под руководством министра обороны Владимира Ануа и начальника Генерального штаба вооруженных сил Владимира Савченко. О целях и задачах тренировки в материале Налы Чинжерия. Для выполнения задач территориальной обороны в военное время во всех районах республики и в городе Сухум развернуты штабы. О ходе учений министру обороны Владимиру Ануа доложил начальник штаба руководства тренировкой полковник Вадим Камкия. Организована связь между ними и штабом руководства тренировкой. Штаб руководства тренировки, посреднический аппарат, штабы территориальной обороны страны, районов города Сухум к работе готовы.
В плановом порядке идет оперативная подготовка органов управления войск. С начала года масштабные штабные тренировки проводятся уже в 3-й раз. Сначала индивидуальную подготовку отработали органы управления, в которые вошли не только оперативно-командный состав вооруженных сил, но и все силовые структуры. В последующем мы провели ряд раздельных штабных тренировок. И вот сейчас вышли уже на 2-й уровень подготовки, совместные штабные тренировки по различным направлениям деятельности, по различным задачам обеспечения военной безопасности страны. Разработан перечень мероприятий кризисного реагирования в мирное время, в период непосредственной угрозы агрессии, в соответствии с вашими указаниями. Следующим этапом тренировки станут командно-штабные учения с привлечением войск обозначения. Завершится все оперативно-тактическими учениями, где командиры штабов вместе с военными по территориальной обороне должны будут показать свой уровень подготовки в различных условиях обстановки. Ситуация вокруг Абхазии продолжает оставаться нестабильная. Мы видим, как Грузия продолжает вооружаться. Страна продолжает стремление вступить в НАТО. Это враждебный блок для нас. И поэтому актуальность постоянных тренировок, постоянных учений, она очень важна для нас. И Министерство обороны делает все для того, чтобы эту ситуацию контролировать. Значит, если говорить о взаимодействии между министерствами, хочется отметить, что на этих учениях, да и на всех последних учениях наши силовые структуры активно принимают участие в этих штабных тренировках в области территориальной обороны, потому что в случае начала войны, в случае начала агрессии, мы тоже понимаем, вы знаете о том, что все силовые структуры переходят в подчинение Министерству обороны. Основная цель данного мероприятия – достижение высокого уровня слаженности в работе органов государственного управления, штабов всех уровней управления вооруженных сил и силовых структур, сил и средств противоборства в военных конфликтах при решении разнородных задач. Нала Чхиндерия, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение. На 107% выполнена доходная часть бюджета Гулрипшского района. 54% от этого показателя выполнены за счет деятельности Сухумского международного аэропорта. В общей сложности налоговые поступления от лиц, осуществлявших хозяйственную деятельность на объектах, расположенных на территории аэропорта, составили около 184 миллионов рублей. Итоги деятельности за 2025 год подвели в Гулрипшском районе. Саид Харазия, глава района, выступил с основным докладом и рассказал о показателях в основных сферах. На отчетном собрании присутствовал премьер-министр Владимир Делба. При плане 527 миллионов 454 тысячи рублей фактические поступления в бюджет Гулрипшского района составили чуть более 563,5 миллиона рублей. Из них собственные доходы 340 миллионов, что по сравнению с 2024 годом больше почти на 166 миллионов рублей. Основные источники поступлений в бюджет за отчетный период явились подоходный налог и налог на прибыль. При этом удельный вес подоходного налога составил 58%. От общей суммы собственных доходов налог на прибыль 28%. С началом реконструкции и запуска международного аэропорта Сухум имени Владислава Григорьевича Арзенбаха существенно увеличились налоговые поступления. В 2025 году от лиц, осуществлявших хозяйственную деятельность на объектах, расположенных на территории аэропорта, налоговые поступления составили около 184 миллиона рублей, или 54% от общего объема собственных доходов. За 2025 год из 14 видов собственных доходов план выполнен по всем показателям. Глава района говорил о работе, проведенной в 2025 году по улучшению инфраструктуры и благоустройству. Ведется планомерная работа в части решения проблем водоснабжения, энергетики и ремонта дорог. Вопрос сбора средств за потребленную электроэнергию находится на постоянном контроле.
Традиционно Гурлыпский район является сельскохозяйственным, обладая значительным потенциалом. Общий объем пахоты составил 960 га. Здесь выращиваются цитрусовые, фейхоа, хурма, фундук, виноград, зерновые культуры, кукуруза и другие. Однако основной отраслью является цитрусоводство. По сравнению, на 2025 год цитрусовые культуры занимают площадь размером 1135 га. Сбор урожая за отчетный период составил около 15 тысяч тонн. Для сравнения, за весь послевоенный период самым урожайным был 2022 год. Сбор урожая в тот период составил 22 тысячи тонн. Следует отметить, что в довоенное время, а именно в 1989 году, сбор урожая составил 40 тысяч тонн. При этом цитрусы в количестве 1 миллион 294 тысячи 500 корней произрастали на площади размером 2135 гектаров. На территории района ведется строительство производственно-логистического комплекса по заготовке, хранению, переработке и реализации цитрусовых плодов. Сметная стоимость проекта составляет 801 миллион рублей, из которых 700 миллионов представлены за счет льготного кредитования. При запуске объекта планируется открытие более 130 рабочих мест. Таким образом, с запуском предприятия будет решена одна из острых проблем, с которыми сталкиваются крестьяне – реализация урожая. За сезон на объекте смогут принять и переработать более 20 тысяч тонн цитрусовых. Саид Харазия говорил о развитии курортной сферы. Так в районе функционируют 93 объекта размещения гостиничного типа. Реконструкция международного аэропорта в Сири-Бабышира стала мощным стимулом как для развития туризма в районе, так и в экономике в целом. С момента возобновления авиасообщения аэропорт обслужил более 120 тысяч пассажиров, выполнено более 540 рейсов. За отчетный период сумма налогов, поступающих от его деятельности, составляла 183 миллиона рублей. По словам Харазия, реализация данного проекта также способствует росту интереса инвесторов к району. Увеличение туристического потока влечет за собой необходимость создания большого количества рабочих мест. Были созданы новые вакансии в сфере строительства, обслуживания, инфраструктуры, транспорта. Это также способствовало снижению уровня безработицы среди населения района. Более того, реализация проекта по строительству, восстановлению аэропорта, также открытие воздушного сообщения способствует росту интереса инвестора к нашему району. В администрацию активно обращаются физические и юридические лица с заявлениями о представлении земельных участков для строительства объектов размещения гостиничного типа, а также для выращивания сельскохозяйственных культур. Всего за 2025 год в отдел по землеустройству и землепользованию поступило 376 обращений. Земельной комиссией при администрации Гурлыпского района проведено 14 заседаний, на которых одобрено 257 обращений. В целях осуществления коммерческой деятельности лицам предоставлено порядка 96 гектаров земли, из которых 60 гектаров во временное пользование и преимущественно для выращивания многолетних и однолетних сельскохозяйственных культур. На ликвидацию стихийных бедствий, произошедших в сентябре 2025 года, направлено 5 миллионов 198 тысяч рублей. В поселке Гудзера отремонтированы кровля 16 многоквартирных домов, в одном из которых кровля заменена полностью. Всего на проведение ремонтно-восстановительных работ, приобретение оборудования и инвентаря, а также работ по благоустройству территории района направлено 37 миллионов 290 тысяч рублей. С докладами выступили руководители районных подразделений МНС, органов внутренних дел, МЧС и отдела энергосбыта. В начале доклада хочу отметить высокий уровень администрирования и собираемости налоговых платежей в отчетном периоде. В процентном выражении выполнение плановых показателей составило 244%. Говоря об абсолютных цифрах, план перевыполнен на 252 миллиона 634,6 тысяч рублей. Общее количество приборов учета в Гурлыпском районе на 2025 год составляет 3121 единица. Охват по району прибором учета составляет 33%. Работа в данном направлении продолжается. Всего за 2025 год начислено за потребленную электроэнергию 213 миллионов 716 тысяч 890 рублей. За аналогичный период было начислено 218 миллионов 561 тысяча 610 рублей.
Оплачено 111 миллионов 654 тысячи 610 рублей. Процент оплаты в 2025 году составляет 52,2%. Подводя итоги заседания, премьер-министр Владимир Делба высоко оценил деятельность района. Безусловно, еще не все сделано, но очень много изменилось за последние 2 года. Вот я сравнивал перед тем, как сюда приехать, какие показатели были достигнуты за 2024 год, какие за 2025. Ну, динамика достаточно успешна и вселяет надежду, что социально-экономическое развитие района и впредь будет, естественно, расти, повышаться, на что мы очень сильно надеемся. 107% исполнения по собираемости дохода бюджета, это там свыше 160 миллионов рублей рост. Но я вам хочу сказать, это очень высокий показатель и очень хороший. А в докладе руководителя инспекции по налогам и сборам 225% исполнения, ну, это тоже достаточно весомый вклад инспекции в общую копилку для того, чтобы решать очень важные задачи, которые стоят перед районом. Мы в прошлом году с вами говорили, когда только начинался активно развиваться проект аэропорта, что вот опорный инвестор дает, или опорная точка, как аэропорт, даст очень хорошую основу для развития. И в 2024 год, и в 2025 году это продолжается. Это очень хорошо, что расширяется налоговая база, что просроченная задолженность, по ней активно работают вот, те, кто занимается администрированием. Это, еще раз повторюсь, это дает возможность для того, чтобы вместе вам принимать важные решения, прежде всего направленные на достижение главной цели – улучшение качества жизни жителей. Вот это очень важно. Саид Геннадьевич в своем докладе сообщил о том, что за последние годы индексируются размеры социальных выплат. Премьер-министр выразил уверенность, что руководство района и далее будет справляться с поставленными задачами и способствовать созданию благоприятных условий для своих жителей. Диана Шакая, Ахрамичба, Абхазское телевидение. До 10 марта должны быть завершены работы по реконструкции железной дороги от станции Киласур до станции Очимчира. Такую задачу поставил перед АЖД президент Бадра Гунба. Сейчас на железной дороге активно идут работы. На месте побывал Дамей Акшба. От станции Киласур до станции Очимчира проводятся ремонтные работы, чтобы подготовить железную дорогу для приема как существующих грузов, так и планируемых. Для этого пригласили 4 бригады из России, одна из которых работает с ноября месяца. На сегодняшний день уже 3 бригады приглашенных специалистов и 2 местные бригады выполняют поставленные задачи. В данный момент мы занимаемся подготовительными работами, мы вырезаем выплески, меняем скрепление, чтобы потом впоследствии можно было произвести выправку пути. И поезда здесь ходили с установленными скоростями. Ни пассажиров, ни грузов, никакого дискомфорта ни у кого не возникало. Для ремонта железной дороги были закуплены материалы, необходимые для скрепления рельсов и шпалы. Что касается инструментов и специальной техники, недостатка в этом тоже нет. Кроме того, на станции Очимчира восстанавливают дополнительный 5-й путь, необходимый для разгрузки путей и обгонного маневра. Если в прошлом году мы перевезли грузов 980 тысяч тонн, то позапрошлом году это было, а в прошлом году, в 2025 году, мы перевезли 1 миллион 200 тысяч тонн груза. Руководство страны, это восточную часть сейчас обращает пристальное внимание по всем вопросам, и в том числе по состоянию железной дороги. В свете того, что мы ожидаем, увеличение грузов, в том числе и контейнерные поезда. По этой ситуации у руководства страны, у президента было совещание, и по итогам встречи было дано указание, задание о том, чтобы исправить те моменты, которые выявлены, и подготовить этот участок к приему
как существующих грузов, так и планируемых. Значит, сроки были даны до 10 марта. Также стоит отметить, что работникам станции Очимчира отремонтировали помещения. Теперь они работают в светлом здании со всеми удобствами. Предоставили нам такой ремонт, провели интернет, обеспечили компьютерами, необходимыми всеми инструментами. Не было воды, сделали нам скважину. То есть, слава Богу, все идет вперед, и хотим выразить огромную благодарность начальству, АЖД, и огромное спасибо. Таким образом, все работы на участке Киласур-Очимчира должны быть завершены до 10 марта. Дамий Акашба, Раму Камке, Абхазское телевидение. В эти дни в Сухуми проходит финальный этап акселерационной программы «Гостеприимная Абхазия», разработанной мастерской управления «Синеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей». 80 финалистов одноименного конкурса переходят к практической доработке своих инициатив до уровня готовых к запуску проектов. Основная цель – решение ключевых задач обновления туристической отрасли Республики Абхазия. Подробности у Гугуцы Вардания. В Большом зале Кабинета министров собрались участники акселерационной программы «Гостеприимная Абхазия». Десятки идей, направленных на развитие страны в туротрасли. В финал выйдут самые перспективные из них. Главный инженер абхазского морского пароходства Григорий Тамбия предлагает проект создания инновационных голографических стендов, которые будут стоять в знаковых туристических местах. Эта конструкция создает трехмерное изображение в воздухе с помощью голографических технологий, рассказывая о достопримечательностях. Такие стенды могут быть в виде пирамид, вентиляторов или интерактивных витрин. Я предлагаю инновационный голографический стенд, который будет стоять в знаковых туристических местах и показывать различного рода контент, связанный с продвижением Абхазии и брендом. Стенд технически состоит из голографических вентиляторов, которые соединены между собой и синхронизированы, и показывают цельную единую картинку. Идея пришла ко мне совершенно случайно. Я просто хотел отойти от обычных тем, как гостиницы, глэмпинги и тому подобное, и уйти больше в технологии. Что-то новое принести, так как подобного рода проект первый в Абхазии, и еще никто его не реализовывал. Ирина Давыдова представляет одну из локаций маршрута «Здоровье» проекта по развитию круглогодичного туризма в восточной части Абхазии. Так ей пришла идея создания иммерсивного парка в селе Мук Очимчирского района. Пространство, сочетающего элементы традиционного развлекательного парка с новыми технологиями и концепциями, создающими захватывающие впечатления. По мне, это очень новая программа. Иммерсивность у нас в Абхазии, как вы знаете, особо не развита. Иммерсивность моего проекта будет заключаться в том, что мой парк, который я буду создавать, тема именно моего парка будет воссоздание эпоса, сказок и легенд. Театральные постановки, световые шоу, и гости, которые будут приезжать ко мне в парк, будут непосредственно участвовать в этих постановках. Я очень надеюсь, что мой проект пройдет и понравится. Это будет очень важно для экономики и развития Абхазии, так как гость уже будет больше приезжать в район Восточной Абхазии. Восточная Абхазия будет развиваться, маршрут здоровья станет популярным. Проект больше рассчитан на детей. Также, я думаю, нашим местным школам абхазским, школьникам тоже будет очень интересно участвовать в театральных постановках, приезжать на экскурсии в этот парк. Изначально на участие в конкурсе было подано 1000 заявок. Григорий Тамби и Ирина Давыдова в числе тех 80 человек, которые практически дошли до финала. В эти дни они проходят второй модуль программы «Гостеприимная Абхазия». Для участников проводят учебные курсы ведущие федеральные эксперты по туризму и другие специалисты. Именно они помогают довести идеи до ума, перевести их в структурированные, инвестиционно привлекательные проекты. Например, Оксана Акчакова читает лекцию по маркетингу. Что такое маркетинг?
маркетинг, зачем он нужен. И вопрос не только, где набирать аудиторию, но на самом деле самый главный вопрос – это кто наша аудитория. Организаторы проекта «Гостеприимная Абхазия» АНО «Команда Абхазии». С организаторами выступают АНО «Россия. Страна возможностей». Проект реализуется при поддержке администрации президента Республики Абхазия и Министерства туризма страны. Во-первых, я хочу выразить благодарность руководству нашей страны, которые вот такие проекты поддерживает. И теперь смотрите, вот если мы говорим о том, насколько это полезно. Во-первых, это образовательная программа. Вы представляете, какого рода эксперты, уровня эксперты преподают нашим молодым ребятам, шлифуют, подгоняют, поправляют те идеи, инициативы, которые они собираются защитить. Это первое. Второе. Мы говорим о скудности каких-то наших бюджетных ресурсов. Когда наши коллеги, друзья, союзники помогают нам, еще и какие-то гранты выделяют на хороший проект, мы этому не обрадоваться не можем. Это первое. Второе. Третье. Вот смотрите, мы говорим, что Абхазия – это в первую очередь туристическая страна, но у нас там штат сотрудников всего-то там 25 человек, и, скажем, у нас нет много возможностей реализовывать большие, интересные, хорошие проекты в стране. Когда появляется молодое поколение, которое вот придумало правильный, хороший проект, который доработан специалистами высокого класса в области туризма, и если он будет реализовываться, это же и есть красота. Каждый день мы говорим одно и то же, что нам нужно создавать новые точки притяжения, нам нужны новые интересные проекты для того, чтобы Абхазию по-новому презентовать и продвигать, что как раз-таки сегодня выполняют ребята, которые участвуют в проекте «Гостеприимная Абхазия». Имена победителей конкурса «Гостеприимная Абхазия» станут известны в середине февраля. Гугут Савардания, Давид Хашик, Абхазское телевидение. Абхазская команда КВН «Фантасмагорцы» успешно выступила на КИВИН-2026 и примет участие в новом сезоне Центральной лиги Москвы и Подмосковья, сообщает Абснопресс со ссылкой на руководителя команды Миху Цкуя. Во втором туре «Фантасмагорцы» стали первыми. Цели фестиваля перевыполнены. Некоторые успехи стали приятной неожиданностью даже для нас самих, отметил Цкуа. Сейчас «Фантасмагорцы» возвращаются домой, где сразу приступят к подготовке к играм в Москве. Команда блестяще дебютировала на 37-м международном фестивале команд КВН «КИВИН-2026» в Сочи. По результатам первого тура, в котором участвовало более 600 команд, абхазские юмористы вошли в число лучших и прошли во второй тур. В него отобрали всего 80 коллективов. Комиссия по государственной премии имени Гулия в области литературы, искусства и архитектуры объявляет конкурс на соискание премии. На конкурс допускаются произведения, увидевшие свет в 2023-2025 годах. Заявки на выдвижение принимаются до 1 июня. Проект «Культурный город» запустят в столице. Проект представлен начальником отдела креативной экономики и культурных индустрий Минкульта Светланой Габуния. Цель инициативы – объединить культурные площадки, общественные пространства и бизнес в единую экосистему. Подробности в материале пресс-службы мэрии. В столичной администрации прошло рабочее совещание главы Тимура Агрба с представителями Министерства культуры и Министерства туризма Абхазии. Сухум – это не просто столица, а живой центр, где история, природа и люди переплетаются в уникальный культурный ландшафт. Начальник отдела креативной экономики Минкульта Светлана Габуния предложила на рассмотрение проект под условным названием «Культурный город». Сухум – небольшой город, и самые знаковые места можно обойти за короткое время. Так, вблизи двух улиц Лакоба и Леона сконцентрированы учреждения культуры, театры, музеи, выставочные залы, которые могут быть включены в пеший маршрут и предложены туристам для прохождения. А теперь хотели бы еще презентовать проект «Сухум как культурный город». Он и так у нас с богатой историей, с красивой культурой. Это у нас и прекрасный ландшафт, море, горы. Да, творческой молодежи у нас много. Скульпторы, дизайнеры, графические дизайнеры, архитекторы, реставраторы. И они готовы творить, они готовы украшать нашу республику. И я надеюсь, такие инициативы будут поддерживаться.
Да, мы часто привлекаем сторонних профессионалов. Очень надеемся, что сформируется кластер профессионалов на местах, когда наша молодежь тоже может быть интегрирована полностью в реализацию больших масштабных проектов в облагорожении города. И не только города, а всей республики. И если мы говорим сейчас про культурный город, мы выбираем, естественно, культурную столицу. Это такой будет забрендированный знак территории. Люди будут ассоциировать Абхазию и сразу думать о столице города, о Сухуме. В ежегодном формате мероприятия будут проводиться. Это театры, это, получается, танцевальные представления. Ключевая идея предложенного проекта состоит в усилении уже существующих преимуществ города, объединяя культурные институции, пространство, бизнес и креативные индустрии в единую сеть, единый культурный маршрут, общий календарь событий и современный цифровой продукт. Глава Сухума Тимур Агарба отметил, что администрация готова поддержать концепцию проекта, так как город заинтересован в развитии креативной индустрии для увеличения численности туристического потока. Инициатива администрации города поддерживается, да, мы вообще все инициативы, которые направлены на формирование комфортной городской среды, приветствуем. В данном случае сегодня у нас, я так понимаю, знакомительная пока встреча, это рабочая группа по продвижению данного проекта, да, и когда уже вот от концепции перейдем конкретно к каким-то наработкам, да, когда вы там маршруты отработаете там, и так далее, да, мы опять будем собираться и утверждать, значит, если мы определимся с маршрутами, тогда уже администрация города включится в благоустройство данных маршрутов. Я так понимаю, это пешие маршруты будут по городу Сухум, поэтому, в принципе, я думаю, что этот проект имеет право на жизнь, и мы будем его всячески поддерживать. Не ограничиваться центром, но расширить концепцию проекта, включив также и микрорайоны столицы, где есть локации, которые могут быть интересны туристам, предложил Тимур Агарба. Развитые микрорайоны делают столицу более удобной и экономически устойчивой. И в завершении выпуска о погоде. В четверг, 29 января, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Температура воздуха ночью 1,6, днем 11-15 градусов. Температура морской воды 9 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.